Үлескерлердің құрылысы ол үлкен күрделі мәселе. 15 мың отбасы өзінің баспанасына қол жеткізе алмай жылдар бойы жүрген проблема бар. Мемлекет басшысының тапсырмасы сәйкес үкімет қаражат бөлді. 150 көпқабатты үй болатын болса, сақалды құрылыстың, соның 90-ы биыл бітетін болады. 2019-да 10 үй, 13 үй, 2020 жылы 20 үй, 2,5 мың отбасы, былтыр 2700 отбасы, биыл 57 көпқабатты тұрғын үй, 7 мыңнан астам отбасы өзінің пәтер кілттерін алатын болады. То есть проблема дольщиков очень является актуальной. 15 тысяч семей годами ждали свои квартиры. Много вопросов по документации, по самим объектам, отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие источника финансирования, отсутствие инвесторов, отсутствие понимания между дольщиками и самими. ЖСК создавали, судебные споры, продажи одной квартиры 2-3 лицам, продажи вообще несуществующих домов полностью продали. Либо если 9 этажей построено, продали 12 этажей. Вот такие проблемы налицо. Они еще есть, но концептуально по ним принято решение. То есть видение четкое есть. Финансирование обеспечено не только за счет бюджета. Бюджетные деньги мы должны вернуть. Еще 90 миллиардов частных инвестиций мы привлекли, поскольку в первые годы никто не хотел связываться с дольщиками. Никто. Здесь хочу отметить, флагманом выступил пионером Саламат Куатович, ваш коллега, депутат Маслихата. Он отозвался на нашу просьбу. Сейчас активно строит такие проблемные объекты, как территория комфорта-1. С 2004 года вопрос не решался, там свыше 600 дольщиков было. 600 семей не знали, что делать и чего ожидать. Royal Expo, прямо на территории Экспо, как бельмо на глазу стоит. По нему вопрос концептуально решен, до конца года завершится строительство. Объект Хазар, прямо по проспекту Менгеле-Кель. Пустая земля была, псевдоинвестор ходил, продавал нашу землю и золотые горы обещал дольщикам. А проблема оставалась таковой. Сейчас уже дома построены, мы весной будем сдавать. Такой же объект на Туран-Саганах. Мы нашли следующий механизм, чтобы мотивировать людей. Мы говорим, хорошо, вы решаете проблемы людей, то бишь проблему государства, и государство вам идет на содействие, мы вам предоставляем дополнительные площадя на строительство, чтобы вы могли свои финансовые средства вернуть, ну и чтобы мотивация была у людей.